Здравствуйте. Вначале несколько коротких информационных сообщений. Начну, пожалуй, с того вопроса, который стал актуальным в последнее время. Кто станет новым президентом Якутии? Новый толчок обсуждению этой темы придал вчера полпред президента России на Дальнем Востоке Камиль Исхаков. В Москве журналистам он заявил, что пока находится в большом затруднении. Но рискну предположить, что на самом деле полпред, в общем-то, решил не нарушать субординацию. На самом деле он прекрасно знает, чьи две кандидатуры он представит 29 октября на рассмотрение президента Путина. В кремлевской администрации, по сути дела, уже завершился процесс согласования этих кандидатур. Речь идет о Павле Бородине и Семене Назарове. Список закрыт. Ситуацию вокруг Якутугля продолжают комментировать российские эксперты. Напомню, что первым отозвался «Коммерсант». Он высказал предположение, что отказ Высшего арбитражного суда Российской Федерации признать законным акционирование Якутугля стал ответным шагом Москвы на решение правительства нашей республики не инвестировать больше в продолжение строительства железной дороги до Якутска деньги, которые в будущем будут выручаться от аукционов. И вот уже следом за этим портал Ура.ру высказывает свою версию того, что произошло, причину того, что произошло. По его мнению, на самом деле этот удар был направлен не столько против Якутии, сколько против компании Мечел. Напомню, что она владеет 25% акций Якутугля. Так вот, по данным портала, на самом деле Мечел решил перепродать эти акции какой-то японской фирме, с чем были совершенно не согласны в Москве. И вот таким вот решением они решили, так сказать, предотвратить вот эту самую сделку. Ну, как на самом деле развивались события и что было причиной, мы, видимо, узнаем с вами теперь только в будущем. Чемпионат мира по русским шашкам завершился сегодня в Якутске. Интриги не получилось. Дело в том, что пятикратный чемпион мира Гавриил Колесов из Якутии набрал 5 очков. И к финальной игре у него было 5 очков, а его оппонента, действующий чемпиона мира Олега Валюка из Беларуси, только 1 очко. Исход, так сказать, турнира был предрешен. Пожарные учения были проведены сегодня в Якутске на площади Победы. Местом их был избран новостроящийся торговый комплекс. Подобные учения наши брандмейстеры проводят ежемесячно с тем, чтобы повысить боевую слаженность подразделений. Землетрясение силой 4-5 баллов по шкале Рихтера произошло этой ночью на границе Якутии и Амурской области. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 15 километров. Жертв и разрушений на территории нашей республики не отмечено. Пожар в ресторане «Орто Дайду», что на 40-м километре Покровского тракта, случился этой ночью. Пожарным удалось предотвратить распространение огня по одноэтажному деревянному зданию, поэтому выгорело только 25 квадратных метров у бара. Менее разрушительными оказались последствия пожара уже в Якутске. На улице Песчаной сгорело частное строение. Однако последствия этого пожара более трагичны. На пепелище пожарные обнаружили тела 2 мужчин. Предполагается, что пожар возник из-за того, что они нарушили правила пользования печью. Личность одного из погибших, кстати сказать, до сих пор не установлена. Ну а теперь давайте обратимся к основной теме сегодняшней нашей передачи, к реформе жилищно-коммунального хозяйства. В общем-то, мы не раз к этой теме обращались, и публикаций на эту тему достаточно много встречается в средствах массовой информации. Не знаю, обратили вы внимание или нет, но все они крутятся в основном вокруг последствий для населения этой самой реформы. А между тем, как следует из нормативных документов по этой самой реформе, население, ну то есть каждый из нас с вами, в ней далеко не подопытный кролик и не жертва этой самой реформы, как любят об этом говорить некоторые политические и общественные деятели, а активные участники. Так считает и эксперт нашей передачи, бывший первый замглавы администрации Якутска Николай Лепчиков. Ну, допустим, постановление в Майском, где утверждены правила оказания коммунальных услуг, там не только права, значит, жителей указаны, но и обязанности жителей. Это, допустим, к примеру, по своевременной и качественной подготовке своего жилья, своей квартиры. Это обязанность самих подготовки к зиме, это обязанность самих жильцов. Там это прописано. А это в какой форме, в каком виде должно производиться? Квартиросъемщик, должен спросить у управляющей компании, как идет подготовка к зиме, готово ли или к какому числу будет готово приема тепла их дом. И в частности его квартира. Вы имеете в виду позвонить диспетчеру? Нет, управляющая компания должен прийти и перед собранием жильцов должен держать отчет. Или в договоре, когда управляющая компания
компания подписывает, значит, каждой квартирой договор, он там квартиросъемщики должны указывать, какая квартира или какой житель будет держать связь с квартиросъемщиком. Этот будет держать управляющей компанией. И этот квартиросъемщик должен постоянно держать связь с управляющей компанией и извещать квартиросъемщиков, что идет подготовка к зиме, допустим, вот промывка, профилактический ремонт, потом, значит, справка готовности к зиме, их дом получит, допустим, вот 20 августа или вот такого-то числа и так далее. И об этом должны ставить обязательно в известность. Ну вот знаете, вот если иметь в виду как бы в практической такой плоскости, вот у нас, например, в доме, в котором я живу, в этом году поменяли, я не знаю, как это называется, трубу, которая под домом идет, канализационную. И до сих пор, например, ее не утеплили. Вот я сегодня утром буквально звонил диспетчеру и сказал, вы не забыли о том, что она говорит, да, не забыли. Но у меня очень сильное подозрение, что, скажем, даже если они не забыли, то она разморозится, и потом они начнут прокладывать ее за наш счет. Да, вот тут нюанс какой, значит, вот когда, значит, управляющая компания для удобства взаимоотношений, жильцы должны представителя своего избрать. Допустим, какой-то там Иванов, он будет выражать интересы всех квартиросъемщиков, значит, перед управляющей компанией. Он, этот человек, должен ежемесячно утверждать или завизировать объемы выполненных работ по этому дому. И он должен отслеживать, какая сумма с этого дома поступила. Ну, допустим, с нашего дома должен поступить 100 тысяч каждый месяц, а квартиросъемщики оплатили, допустим, на 70 тысяч. Управляющая компания имеет право выполнить не на 100 тысяч, а на 70 тысяч. И должен об этом поставить известность. Я эти работы не выполнил. Или вот та же теплоизоляция, у меня денег не хватает, этому Иванову должен поставить известность, что у меня денег не хватает, поэтому я сейчас денег хватило только на монтаж трубы. А теплоизоляция буду делать на следующий месяц, поскольку деньги поступят на следующий месяц. Вот такое взаимоотношение должно быть. Если бы 100 тысяч, у него может быть должен был хватить, допустим, на тот объем, который оговорили в договоре, и он должен его сделать. А если он не сделал, квартиросъемщик, этот Иванов, имеет право претензии предъявить. Он не выполнил свои обязательства управляющей компании перед жителями. А вот это вот взаимоотношение, скажем, жильцов через какого-то уполномоченного своего представителя, это вот такое джентльменское соглашение с управляющей компанией, либо это как-то прописано законом? В договоре от каждым квартиросъемщиком должно быть это отдельно оговорено. Вот так. Да, это для удобства управляющей компании и для удобства для самих жильцов. Каждая квартира, допустим, выходит на управляющую компанию, это неудобно. Конечно. И не каждой квартире, допустим, ходить отчитываться, значит, о проделанной работе или о состоянии взаиморасчетов, да. Это совершенно неудобно. А когда, значит, один представитель будет работать, или там несколько представителей, группа представителей будет работать в управляющей компании, это будет, значит, как бы эффективно взаимодействие и со стороны жильцов, и со стороны управляющей компании. Совершенно не помню, например, есть ли такой пункт, о котором вы говорите в нашем договоре, а у вас есть такой? У меня нет. У меня нет. Ну, я живу, значит, в доме, где товарищество собственников жилья. То есть вы сами хозяева? Да, мы сами хозяева, и через председателя товарищества, значит, мы все свои, как бы, вопросы решаем. В последнее время нам очень много обращений, водоканал обращений начинает поступать, что абонентскую книжку, чтобы дали. Много жильцов, значит, сами занимаются установкой водосчетчиков в целях экономии своих затрат. Ну, допустим, уменьшая водопотребление и так далее, да. Вот поэтому, при этом, значит, деньги по абонентской книжке несут своему управляющей компании.
это тоже их право квартиросъемщиков. Интерес его материальный, скажем, вот если он платит по нормативу, то есть вот установленную плату какую-то фиксированную, то, скажем, если он заключает договор с вами, что это ему даст? Берем на себя обязательство содействовать разрешению тех или иных проблем. Допустим, у него не будет хватать давления, очень распространенный как бы неполадок, недостаток, значит так, у него давления нету, и воды или в вечернее время не поступать, или слабо бежит с крана. Тогда, значит, он может позвонить нашему диспетчеру. Диспетчер, не отсылая, допустим, обращается туда, так далее, он должен взять, значит, на себя вот эту заявку и параллельному нашему транспортировщику, структуре позвонить, сделать замечание, или оставить известно, что там давления не хватает, или наших специалистов отправить комиссионно определить, в чем причина нехватки давления регулярно, вот, допустим, в вечернее время. Перерасчет будете делать или нет? Там поставку. этот самый. И есть правила оказания услуг, есть там, допустим, более 8 часов отсутствует услуга, это фиксируется, и, значит, должны делать перерасчет. И в заключение этого рассказа добавлю, что, в общем-то, мы не раз уже напоминали вам о том, что приближается очень ответственный момент в жизни, в коммунальной жизни каждого из нас с вами. До конца года управляющие компании должны будут согласовать со своими жильцами тарифы на весь будущий год. Напомню, что еще раз, что этот акт теперь, так сказать, подведомственный и принимается не мэрией, не округами, не какими-то другими компетентными органами, а буквально каждым из нас. Но если быть более точным, общим собранием жильцов каждого жилого дома. На сегодня все. До свидания.